История России насчитывает более 1000 лет, начиная с переселения восточных славян на восточноевропейскую русскую равнину в VI-VII веках, впоследствии разделившихся на русских, украинцев и белорусов. Историю страны можно поделить примерно на 7 периодов. Древнейшее, догосударственное, до конца IX века нашей эры. Киевская Русь, древнерусское государство, до середины XII века. Период раздробленности до начала XVI века. Единое государство с 1547 года царство. Империя с 1721 по 1917 годы. Советский период 1917 по 1991 и новейшая история с 1991 года. Традиционно началом русской государственности считается признание на территории Ладоги и Приильмения варягов и создание их князем Рюриком государства в 862 году. В 882 году новгородский князь Олег захватил Киев, тем самым объединив северные и южные земли восточных славян под единой властью, положив начало Киевской Руси. Государство приняло христианство от Византии вместо язычества в 988 году, начав синтез византийской и славянской культуры. К середине XII века на Руси образовались самостоятельные княжества, а окончательно Киевская Русь распалась в результате нашествия монголов в 1237 по 1240-х годах. Западные и южные княжества в XIV веке оказались в составе Великого княжества Литовского. В период правления Ивана III Великого образовалось единое русское государство. В начале XVI века завершилось объединение северных и восточных княжеств вокруг Великого княжества Московского. С середины XVI века централизованное русское государство стало называться царством в связи с принятием царского титула Иваном IV Грозным. Начало его правления было ознаменовано созывом Земского собора, общегосударственным сословно-представительным органом. Впоследствии государство значительно расширило свою территорию, присоединив ханство бывшей Золотой Орды. Разбитое в русско-литовских войнах Великое княжество Литовское лишилось государственной самостоятельности и передало южнорусские земли под власть Польши. После поражения в Ливонской войне и политики внутреннего террора с пересечением династии Рюриковичей Россия пережила смутное время, закончившееся изгнанием польских интервентов и избранием на царство Михаила Федоровича из династии Романовых, одновременно с 1497 по 1649 годы продолжало дооформляться крепостное право. В XVIII веке под руководством Петра Великого произошли крупные реформы. В частности, была создана первая регулярная армия и прекратилось созывы Земского собора. Преобразование царства в империю. На протяжении XVIII и XIX веков государство постоянно расширялось и присоединила такие территории и регионы, как Прибалтика, Северное Причерноморье, Кавказ, Финляндия, Средняя Азия. Россия установила контроль над всеми бывшими землями Руси, за исключением Прикарпатья. В начале XIX века Россия одержала победу над наполеоновской Францией и на несколько десятилетий стала жандармом Европы. Восстание декабристов, пытавшихся ограничить монархию и отменить крепостное право, было подавлено в 1825 году. Впоследствии был проведен ряд великих реформ Александра II, однако так и не завершившихся и
породивших значительное недовольство широких масс населения. В 1861 году было отменено крепостное право, однако феодальные формы зависимости крестьян фактически были сохранены в виде выкупных платежей за землю до революции 1905 по 1907 годов. Ставший возможным после отмены крепостного права приток крестьян в города привел к промышленной революции в конце XIX века, а также значительному росту революционного движения и возникновению революционных группировок с целью сражения самодержавия. К началу XX века страна находилась в состоянии политического, социального и экономического кризиса, потерпела поражение в войне с Японией. Под влиянием революции 1905 года власть пошла на воссоздание парламента, признание основных прав и свобод и частной собственности на землю. Участие России в Первой мировой войне обострило проблемы внутри государства, что в конечном счете привело к революции 1917 года и началу гражданской войны. Большевики во главе с Владимиром Ильичем Лениным взяли курс на построение социалистического государства и после победы в гражданской войне и изгнания интервентов установили советскую власть на большей части территории бывшей Российской империи, признав независимость прибалтийских государств Польши и Финляндии. В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик. С приходом к власти Иосифа Виссарионовича Сталина в 20-х годах началась эпоха индустриализации, коллективизации и массовых репрессий. СССР вышел на второе место в мире по уровню промышленного производства. В период правления Сталина страна оказалась втянута во Вторую мировую войну. Разгромив нацистскую Германию и ее союзников, потеряв за 4 года сражения около 27 миллионов человек, внеся решающий вклад в разгром гитлеровской Германии и освободив страны Восточной и Центральной Европы от нацизма, присоединив к СССР прибалтийские государства и Прикарпатье. После окончания войны Советский Союз, став одной из двух сверхдержав, вступил в холодную войну с Соединенными Штатами Америки, представлявшую собой глобальное противостояние двух военных и экономических блоков. В середине XX века СССР наращивал экономическую, военную и научную мощь и первым отправил человека в космическое пространство. К 80-м годам страна впала в период застоя экономики и политического управления. Михаил Сергеевич Горбачев приступил к крупным реформам, которые привели к отстранению от власти правящей партии и распаду СССР. Современное российское государство, Российская Федерация, начало свое существование в декабре 1991 года. Оно сохранило правопреемственность, постоянное членство в Совет Безопасности ООН и ядерный арсенал СССР. Была введена частная собственность, взят курс на рыночную экономику, однако экономический кризис в конце 1990-х годов привел к дефолту. После 2000 года при Владимире Владимировиче Путине начался значительный экономический рост. Произошло укрепление вертикали власти, активировалась внешняя политика России. В 2014 году, после обострения гражданского противостояния и смены власти на Украине, было осуществлено присоединение Крыма к Российской Федерации, что было резко негативно встречено многими странами Евросоюза и США и вызвало экономические санкции с их стороны.